Может быть. Я не помню. Дэвид Фултон. Я не встречал большего упрямца, чем он. Что с ним случилось, чугунная свинья? Он до сих пор служит в армии. Только я не знаю где. Картер Атлас. Я помню его. Он готовил отличный рис с мясом. Нет. Я не помню его. Джон Косли потерял руку. Или это произошло с Олли Теслоу? Но я отлично помню, как хлестало кровище из раны. Я стоял там и пытался вспомнить лица своих товарищей, но не вспомнил. А без Риджина вообще никого бы не вспомнил. Когда мы все были там, я хотел лишь рассказать историю каждого. Мы как части одного общего круга. Каждая история, соединяясь с другой, в итоге образует круг, заставляя этот круг жизни вертеться все быстрее и быстрее. Каждая жизненная история станет частью этого колеса жизни. Истории, передаваемые друг другу, являлись частью бесконечной боли. Истории, представляющие войну, являются звуками этого колеса жизни. Такими же звуками, когда люди смеются и плачут. Проклятия и молитвы, взрывы и свист пуль, взрывы гранат. Вот это и есть голос войны. У чугунной свиньи и у меня не было больше общих тем для разговоров. Я вышел из старой казармы и ушел. Уильям Эдвард Кэмпбелл, который писал под именем Уильям Марш, получил 3 поощрения за участие в битве при Мон-Блан в октябре 1918 года. Хотя в 40-х он пережил нервный срыв, он написал 6 романов и 3 сборника рассказов с 1928 по 1954 год. Его последний известный роман называется «Дурное семя», о 8-летней девочке, не знающей, что есть добро и зло, виновной в ряде убийств. После написания «Роты К» он никогда больше не писал о войне. Перевод фильма Натали 1937. Август 2011 года. Озвучка фильма Андрей Лагута. Февраль 2013 года. Фильм был выпущен в 2005 году.